Человек, вложивший много труда в развитие родного слова. Первый, кто начал преподавать ингушский язык, и тот, кто занялся составлением первого терминологического словаря. Основоположник ингушской национальной поэзии. Все это о Тимботе Бекове. ليتراتورة حلقة ريحك لا يولي على الشيء غالغي موت تسن بوتل تسن ليبر از يوازو واشتا داقش از اجر حلق از اجر خلا يولجاز شارع قلت اخ قلمدي دا يولش خان ورد اس قلت اخ شارع بيرش اجر حلق. Научная конференция, приуроченная к 150-летию со дня рождения Тимбота Дардагановича, собрала в Национальной библиотеке немало гостей. В их числе писатели, поэты, журналисты, педагоги. Родился Тимбот Беков 27 декабря 1873 года в селении Верхние Очелуки. Окончил Назрановскую горскую школу, продолжил образование в Варшавском политехническом институте. В период гражданской войны на Кавказе сражался за советскую власть, участвовал в боях против Деникина. Его жизненный и творческий путь в своем докладе изложил Хаважна Костоев. Эгер халгыр я публикации тхар палат шерили, техер публикации тхар сайтлах шерицен баш докцу языныш. Детат жиж дерегижи тхан кордуаж да цухан де языныш. 1 мая 1923 года вышел в свет стартовый номер газеты «Сердало». С этих пор Тимбот Беков тесно связан с первой ингушской газетой, которая в этом году отметила свой 100-летний юбилей. Он работает ответственным секретарем и переводчиком, размещает на ее страницах свои рассказы, очерки, статьи, фельетоны. На первых порах работа газеты во многом зависела от Тимбота Бекова, отметила ее нынешний главный редактор Хадижат Курскиева. Аста газет «Хаваш» делает без соцбабаться волх. Цархан сханхант, ханзвейхан газдлыч мышхалдатс, ханялч тухам дагян дядыри. Цар схатул дичхан хант схалхалар кажача, шейболх цар шейборами хабарат тахан век хакачат схозголх. Тимбот Беков занимался и сбором ингушского фольклора. Основываясь на него, он написал первое произведение на родном языке – «Хозахан Тутти». Вошли в сокровищницу ингушской литературы и его стихи «Две эпохи», «11 и 5», «Сердало». Знакомо многим со школьной скамьи его произведение «Тамара». Как отмечает преподаватель НГУ Залина Горчханова, он мастерски умел передавать словами красоту окружающего пейзажа. Беков, словно импрессионист, небрежно, но точно кладет мазки и создает прекрасную картину морозной лунной ночи. Горьен, чарбен, шинок, гян, лани тат хозер. Чабалах вагаш сабяривар. К 150-летию со дня рождения Тимбота Дардагановича Нацбиблиотека подготовила несколько крупных мероприятий. В ее стенах прошли выставки и вечера поэзии, а также среди всех желающих проходил конкурс стихов, посвященных Тимботу Бекову. В числе победительниц конкурса Заида Муталиева, магистрант факультета ингушского языка в НГУ. Стихи, как признается девушка, сочинила за 2 дня. Вдохновением послужил творческий жизненный путь Тимбота Бекова. Его она изучила досконально. موت ديغ بابوش قحيقوت بوادو يوخيا سيردلو دوت ناخ وارخجولا بيكов Тимбот. В дальнейшем сотрудники библиотеки намерены издать сборник со стихами участников конкурса. Таким образом, они хотят привлечь молодежь к знакомству с творчеством наших писателей, поэтов и людей, чей вклад в родное слово бесценен. Дана Плиева, Асхаб Белакеев, Новости 24.